Друзья, нас заселили в отель. Это очень круто у ребят, очень крутой сервис. Во-первых, все инструкции на русском языке. Ну, как? Там у них озвучено, они просто включают с компьютера файлы по очереди. Первый, второй, третий. Все инструкции описали, потом оформление, переводчик на телефоне. То есть женщина говорит, что от меня хочет, что... Простите за красный нос, очень жесткие маски. Женщина говорит, дает мне телефон, там переводчик переводит, я ей отвечаю, она переводит обратно с телефона. Все очень круто, заселили в номер, блин, реально номер крутой, тут все круто, весь отель хороший, все полы из карпета мягкие, то есть идешь с чемоданом, ничего не гремит, идешь мягонько. Обзор номера будет чуть-чуть попозже, сейчас к нему перейдем, сейчас успокоимся. Мы решили немного отсидеться в отеле, чтобы прийти в себя и уже решать, куда нам двигаться дальше. После прививки не особо приятные ощущения были, поэтому, ребята, не отказывайтесь от отеля. Заселение происходит довольно интересно. После автобуса вас разделяют на группы, вероятно, по странам, из которых вы прибыли, и волонтеры заводят в отдельные коридоры, и затем вы попадаете в такие мини-актовые залы, назовем их так. Садитесь на стульчики, и, внимание, волонтеры включают с колонки инструктаж на русском языке. Сами они просто сидят, как бы изучают ваши документы, но, ребята, мы приехали в другую страну. Мы здесь, как нам всегда говорят, никому не нужны, да? Помним. Но нам включают инструктаж на нашем языке. В нем объясняются правила отеля и, внимание, первая фраза «Добро пожаловать, вы сейчас не задержаны». Да, мы не задержаны. Мы в ковидном отеле просто под наблюдением врачей, и они здесь действительно есть. После инструктажа у вас соберут документы, чтобы снять копию. Это официальная благотворительная организация. Соответственно, ей важно давать отчетность о том, кто вы такие и сколько дней вы здесь провели. Логично? Логично, ничего страшного. После этого вас перемещают в другую комнату, где встречают следующие волонтеры. Это уже, скажем так, волонтеры-помощники или волонтеры мини-ресепшн, назовем их так. С вами беседуют, спрашивают, как у вас дела, и изучают, как бы далее, да, ваши данные, спрашивают, сколько вас человек, и уже подбирают какой-то номер. Система у них максимально быстрая. Внимание, общаетесь вы с волонтером через переводчика, который на телефоне. Окей, все бесплатно, все организовано на высшем уровне. Ваш багаж взвешивают, если вам необходима помощь с билетами. Нам она была необходима. Соответственно, мы ожидаем оформления билетов через волонтерскую организацию. Пока что мы пребываем в культурном шоке от того, насколько все вежливые. Вежливые те, кто забирают мусор, приносят еду, обход медицинского персонала. Например, вчера был один афроамериканец. Я с ним чуть-чуть поговорил на английском, ну, то есть просто там, знаешь, не просто сказал ему hello, а что-то еще, даже сейчас не помню. Он такой, о, good bro, дал мне кулачок, я ему тоже ударил кулачок. Ну, по сути, он просто спрашивал, как самочувствие после прививки. Это удивительно, это очень прикольно. Ты прямо чувствуешь, даже не знаю, как это сказать, вот вы спрашиваете, какое здесь отношение к русским, вот такое. Номер реально крутой. Он большой, да, долго останавливаться на этом не будем. Здесь только локальное освещение. Верхнего нет от слова совсем. Видимо, это уже прям максимально американский стиль. Огромные тумбочки, наконец-то, у которых реально все удобно помещается. Даже вот рюкзак стоит, рюкзак реально крошечный, хотя он большой. Крутая, просторная и, внимание, высокая кровать. Чтобы на нее спокойно сесть, мне нужно сделать как бы легкое усилие, но это максимально удобно. Крутая рабочая поверхность. Здесь есть полноценный стол, где Калюня работает за компьютером. Есть места для хранения, их просто куча. Так как мы здесь на пару дней, мы не стали в них все раскладывать. Формально нам разрешено выходить только на террасу, которая располагается у нас на первом этаже, с видом на бассейн и пальмочки. Это очень классно.
Ух, друзья, что я сейчас заметил у бассейна, смотрите. Это какое-то хитрое устройство кресла для инвалидов. Как я понимаю, вот этими ремнями его сюда можно пристегнуть и опускать в бассейн. На той стороне есть точно такое же. То есть, я, ребята, уже не первый раз замечаю, что об инвалидах здесь заботятся, здесь стараются сделать какие-то условия для них, чтобы они могли отдохнуть и насладиться, даже бассейном. Это так мило и заботливо. Я уже пребываю в культурном шоке. Также есть все реально самое необходимое для длительного пребывания, потому что, когда вы приезжаете, у вас берут тест на корону. И если он положительный, вы остаетесь здесь надолго. А именно, у нас есть холодильник, микроволновая печь, у нас есть даже утюг, сушилка, гладилка, фен и все необходимое из полотенец и средств гигиены. Ванная, опять-таки, огромная и не менее крутая, чем в предыдущих номерах, но более аккуратная, чистая и светлая. Опять монолитная каменная раковина. Первое, что нашла Полина, и от чего удивилась, это презервативы в ванной. Ну, это было не первое, но это первое, что меня удивило. Ладно, бог с ними. Вот такую еду дали сейчас. Сказали разогревать, ставить на 5 минут в микровейв. Так, продолжаем распаковочку того, что нам дали при заселении. Тунец, печенюшки. Ага, Organic Apple Juice. 2 крекера. And... Real mayonnaise. Прикольно. Естественно, бутылочка воды. Так, и еще какая-то, видимо, конфетка фруктовая. It's good. Very good. Огромное количество полотенец, и их реально хватит, на неделю. Хорошо, что мы тут не так долго задержимся. Есть ванная, причем интересная особенность. У этой ванной меньше глубина, и она не на ножках. То есть вот она прям такая цельная. Непривычно пока, но мы не пробовали. Еще одна особенность, это всякие наши штуки, но отель предоставляет полностью шампунь, гель для тела и кондиционер в таком объеме. Реально все спланировано для того, чтобы вы здесь находились очень долго, никуда не выходили и ничего не просили, тем самым не заражались. Кстати, еще одна особенность — дверь. Это всего лишь дверь в ванную. Смотрите, какая у нее толщина. Чтобы ее закрыть, нужно приложить усилия. Она реально тяжелая. Это классно. Ощущается какая-то монолитность и, не знаю, вот эта вот мощь. Круто. Кормят вкусненько. 3 раза в день плюс небольшой перекус, обильно дают полулитровые бутылочки воды, но если и прикапываться к чему-то, то порции очень небольшие, ты всегда немножко голодный. Но опять же, за бесплатно предъявить особо нечего, то есть все равно ты не пропадешь. Ну и по отелю нам формально запрещено ходить. Вроде как было мелкое уточнение, что если куда-то пойдете, то только в масках, но мы спокойно сидим в номере, чилим. И есть, естественно, бесплатный, хорошо работающий Wi-Fi. Ну и если говорить о минусах, есть мелкие тараканы, изредка появляющиеся на столике, которых я активно уничтожаю салфеткой. И практически нигде не работающие USB-розеточки, хотя они есть. Но работает только одна у лампы. Нас наконец-то покормили. Сегодня во сколько принесли? Почти, в 9:50. Мы уже стали переживать. Что нас сегодня не покормят и просто выселят. Stupid Russians. Goodbye. Все дело в том, что незадолго до этого нам утром позвонили и сказали, что в принципе готовы на вечер купить билеты. Согласны ли мы ехать сегодня вечером? Собственно, чего тянуть-то? Вот мы и переживали, что могут сказать, типа, все, валите, давайте пока, не покормив ничего. Посмотрим, как дальше будет развиваться событие. В общем, на завтрак что-то типа бургера со специфичной интересной булочкой, чем-то напоминающей круассан. Котлеты и сыр. И что-то странное, стручковая фасоль, что ли. И бананчик. Полина говорит, что тут еще есть яйцо. Я яйцо не вижу, окей. И, друзья, если вы едете этим путем, да и вообще, в принципе, в эту страну, вы должны быть толерантным практически ко всему. Например, здесь вас с автобуса будет встречать гей, афроамериканцы,
очень полные люди, потому что здесь целая команда. Основной встречающий, который чуть-чуть говорит на русском, ну просто здоровается, когда ему что-то начинаешь говорить, он говорит стоп, 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 типа у меня небольшой словарный запас, но здравствуйте, привет, ребята, вот это он говорит по-русски. Ярко выраженный гей, и я к ним абсолютно толерантен, поэтому для меня no problem. Но, блин, если вы как-то ко всему этому плохо относитесь... Выезжаем из номера, за час с небольшим нас предупредили, что забронировали билеты, что надо подойти оплатить. Я подошел, оплатил, все окей, все нормально, сказали, довезут до travel-центра, кто-то его называет шелтером небольшим. Там мы побудем немножко и с какими-то другими, видимо, ребятами, кого тоже везут, развозят по автобусным станциям, до аэропортов. И, видимо, вот с ними поедем, повезут нас уже из travel-центра до Greyhound автобусной станции. Да, короче, здесь в Америке два автобусных перевозчика, это Greyhound и Amtrak. Мы едем на Greyhound в Сакраменто. Буду держать вас дальше в курсе событий.